Совсем недавно на Первом канале российского телевидения в программе «Человек и закон» были показаны репортажи о людях, у которых якобы незаконно отняли квартиры в Абхазии. Герои сюжетов рассказывают о том, как им пришлось покинуть теплые края, забыть счастливую жизнь и пытаться добиться справедливости в России. Эти сюжеты в том числе стали темами обсуждения на нынешнем заседании комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия. По словам вице-президента Бадры Гунба, сюжеты однобокие и не отражают реального положения дел. На наш взгляд, в данной передаче весьма субъективно была представлена проблема данной гражданки, и мы вынесли этот вопрос на рассмотрение. За период, за несколько дней мы собрали информацию, которая сегодня будет представлена, и с вашего разрешения я бы хотел озвучить. В 1986 году Дворецкой Алле Алексеевне на момент рассмотрения заявления Кинджаева Алла Алексеевна был выдан ордер за номером 3799 на пользование квартирой номер 21 в доме 32 по улице Аргун города Сухум. Был заключен договор от 24 января 1986 года о найме жилого помещения сроком на 5 лет до 24 января 1991 года включительно. Какая-либо информация о продлении срока пользования квартирой в администрации города Сухум отсутствует. Здесь среди документов у нас есть копия данного договора, которая сохранилась. И можно увидеть, что данный договор действительно был подписан в 1986 году. Нанимодатель представляет в пользование нанимателю и его семье на срок на 5 лет. С 24 января 1986 года до 24 января 1991 года. Хотел бы обратить ваше внимание, что в данном договоре есть условия расторжения данного договора. В дальнейшем квартира не была приватизирована, то есть не переходила в собственность Аллы Дворецкой, а оставалась государственным жильем. И только спустя 14 лет, в 2007 году, решением суда города Сухум Аллу Дворецкую признали утратившей право пользования жилым помещением. В рамках вышеуказанного судебного заседания было установлено, что гражданка Кинджаева Дворецкая выехала за пределы Республики Абхазия в период в 1993 году. Ее местонахождение на момент судебного разбирательства неизвестно. Квартплату и коммунальные услуги не оплачивала. Несмотря на отсутствие ограничений для граждан Российской Федерации по пересечению государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, гражданка Кинджаева Дворецкая не осуществляла надзор за своим жильем, оплату коммунальных услуг и иные действия юридического характера. Необходимо учесть, что большое количество граждан Российской Федерации, покинувшие территорию Республики Абхазия во время боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, беспрепятственно пересекали границу и осуществляли владение, пользование покинутым жильем. В частности, уплачивали квартплату и иные налоги. Таким образом, по словам Бадры Гунба, права гражданина не были нарушены. Как было отмечено на встрече, сама Алла Дворецкая не стала следовать рекомендациям комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Абхазии и обращаться в суд Республики Абхазия категорически отказалась. Договаривались дать письменный ответ гражданке Дворецкой. Лично от себя бы я еще порекомендовал бы в копии этот же ответ направить в передачу, российскую передачу «Человек и закон», чтобы они юридические аргументы и лучше знали бы законодательство Республики Абхазия. Посольство, как я и обещал вам, готово выступить в данном случае транзитером подобной переписки. То есть можно просто эти ответы направить на мое имя в адрес посольства, а мы переправим эти ответы Дворецкой и в адрес передачи «Человек и закон». Таким образом, в данном жилищном споре поставлена точка. На заседании был рассмотрен и жилищный вопрос гражданки Елены Карионовой, которая также рассказала в программе, что ее семье пришлось покинуть Абхазию в начале 90-х. Изучением материалов гражданского дела установлено, что семья Вартановой
матери заявителя выехала за пределы Республики Абхазия до начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, не проживала на территории Республики Абхазия, каких-либо попыток для надлежащего содержания домовладения не предпринимала. Жилое помещение было превращено, к сожалению, в мусоросвалку. Попыток восстановления со стороны семьи Вартановых не было. Необходимые платежи по домовладению не производились. Указано домостроение с 4 декабря 1998 года взято на учет жилищным управлением администрации города Сухум как пустующее. 23 марта 2004 года ордер на данное жилое помещение выдан Инапшба, гражданину Инапшба. 26 мая 2003 года заявителю выдано свидетельство о праве на наследство после смерти матери Вартановой, которая скончалась 3 декабря 2002 года на территории Грузии. Заявитель Вартанова обратилась в Сухумский городской суд с иском к Инапшба о признании ордера недействительным. 13 сентября 2012 года судом было отказано в установлении исковых требований Вартановой к Инапшба в связи с истечением срока давности для обжалования ордера. По словам участников комиссии, тот факт, что заявления по имущественным спорам не принимаются и не рассматриваются в судах, не соответствует действительности. То, что их не рассматривали, не принимали, такого быть не может. Мало того, у нас есть и письменные ответы, как и устные, которые они получали. Соответственно, их дело тоже было рассмотрено, решение по нему было принято. Помимо этих двух заявлений, комиссия рассмотрела и обсудила еще более 15 имущественных вопросов. Я от лица президента Российской Федерации, от лица российского народа и от себя лично, как посла Российской Федерации в Республике Абхазия, хочу искренне поблагодарить уважаемого вице-президента, председателя комиссии, уважаемых членов комиссии и, безусловно, Аслана Георгиевича Бжаня, который, я уверен, наблюдает за всей работой его администрации, министерства и ведомств, за внимательное отношение к нуждам. Я абсолютно согласен не только россиян, но всего многонационального народа Республики Абхазия. И со своей стороны хочу заверить, что мы продолжим оказывать содействие республике в любых вопросах. А посольство всегда к вашим услугам, как частного, так и, безусловно, в первую очередь государственного характера. Дара и Табук. По итогам заседания вице-президент Бадра Гунба и посол России в Абхазии Алексей Двинянин выразили надежду на плодотворную совместную работу. Гугу Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.